я никакие бы не посчитал гарантии, никакие условия, учитывая, что сейчас из себя представляет коллективный Запад. Вот, который, я неоднократно об этом говорил, который максимально расслабился после победы в холодной войне над СССР и после распада СССР. Он совершил не просто тактическую ошибку, а стратегическую. Он, по сути дела, где логически в реале и в обороне ослаб и, можно сказать, разоружился. Но дело не в этом. Я бы мог посчитать под какой-то ненадежной, но все-таки какой-то видимостью гарантии, если Украину приняли в НАТО почти автоматически, не в Евросоюз прежде всего, а в НАТО с работающей 5-й статьей натовского устава, когда нападение на Украину станет автоматически нападением на НАТО. Вот это, я не говорю, что это гарантировало бы Украину от нового нападения России. Нет. Но это все-таки было бы, ну не знаю, может каким-то аргументом для Путина на какое-то время. И может за это время при хороших инвестициях Украина бы стала сильнее. Павел Михайлович, должна сообщить, что все-таки Европейский Союз увеличивает военные расходы. Раньше они были значительно меньше. Сейчас они дотягивают потихонечку до 2% ВВП в целом ЕС, если рассматривать. Трамп уже говорит о том, что надо не 2, а 5% от ВВП вкладывать в оборону. И я не спорю, я согласна, и Зеленский это поддерживает. Но ЕС все же меняет. Вы говорите, что Запад расслабился. Да, расслабился, но сейчас ситуация меняется. Меняется, но очень медленно, очень медленно. До 2% на раз. А в тоталитарных государствах это раз приказ одного человека и все. А Запад долго будет идти к этому. Тем не менее, Евросоюз поддерживает и продолжает и санкции против русских, несмотря на протесты Орбана и Фица. И в настоящий момент Евросоюз нас поддерживает, как и раньше. Давайте поговорим о сделке с Хамасом. Вот мы обсуждаем, какая сделка... Сейчас, минуту, я не договорил немножко. Я в одном из последних своих дописок в Фейсбуке, что могло бы послужить гарантией, на мой взгляд, воплощение в жизнь когда-то идеи премьер-министра бывшего Великобритании Бориса Джонсона. Создание не в пику НАТО, а параллельно ему действенному военно-политическому союзу, в который бы могли войти помимо Украины Великобритания, страны Балтии, Польша, Финляндия и так далее. Союз, который бы не зависел от Орбанов, от Трампов, от Фицо и так далее, и даже от Шольцев и от Макронов, возможно, который бы не зависел, и который бы уже нарастил и 5%, эти страны понимают действительную опасность путинской России. Неважно, вот такой. Опасность расизма, я бы сказал. И тогда не будет бюрократических проволочек, и тогда можно гораздо более резко и в сжатые сроки нарастить обороноспособность. И вот такой союз, который был бы открыт для других людей, которые понимают опасность всего этого, как я называю, чеберлинизма. Потому что Запад еще не забыл и не должен забыть, как улещивали Гитлера. Поэтому вот это, кстати, могло бы быть одной из гарантий, что Путин больше не нападет или не рискнет напасть.